Палатки прямо над бездной, новые вершины. Все это этапы чемпионата России по альпинизму, который впервые проходит в Ингушетии. 15 командам лучших спортсменов из разных регионов страны предстоит преодолеть сложнейшие маршруты на высоте в 1000 метров. Многие из них неизведаны. Репортаж Муслима Басханова. Раз, два, три. Прыжок в бездну с самой вершины. Свободный полет над главным Кавказским хребтом длится каких-то пару минут. Парашют раскрывается на экстремально низкой высоте, несколько сотен метров. На земле бейсджамперов встречают как героев. Железный ты человек, удачи! Спасибо! 3200 метров над уровнем моря. Горный массив Гайкомбт в горах Ингушетии – идеальное место для экстремальных прыжков. Скалы с почти отвесными обрывами. Бейсджамперы уже давно здесь тренируются, а вот соревнования альпинистов проходят впервые. Мы на протяжении 3 последних лет ездили только в Киргизию в основном. И до этого ездили на Кавказ, в Безинги ущелье были. А в Ингушетии в этих краях вообще ни разу не были. Поэтому главной причиной новый район посмотреть для себя. На чемпионат России по альпинизму съехались 15 команд из разных регионов страны. Сначала проходит квалификационный тур. Альпинисты взбираются на высоту 60 метров. По итогам этого старта команды, которые оказались быстрее и сильнее в технике, могут выбрать дальнейший маршрут. Всего здесь 16 маршрутов высшей категории сложности, и по большинству еще никто не взбирался. И чтобы добраться до вершины, даже по наименее трудному из них, у команды уйдет несколько дней. Каждый из них несет на себе до 30 килограммов груза, снаряжение, еду, палатки. Их устанавливают на выступах скал, бывает и прямо на весу. Тогда используют дополнительную платформу, которая служит полом. На то, чтобы разбить такую палатку, уходит не меньше 2 часов. Вот эти вот моменты, жить в палатке, топить снег, я вообще о них, честно говоря, даже не думаю. Это как по умолчанию. А самый прикол в том, что ты получаешь вот эти эмоции, именно когда лезешь. Максим Кривошеев совершил восхождение на 5 семитысячников бывшего Советского Союза, за что и получил звание «Снежный барс». Но останавливаться не собирается. Говорит, это увлечение на всю жизнь. Без этого не могу жить, наверное, как-то так. Уже, чтобы адреналин был. Вот. Тянет в горы постоянно. Отрицательные наклоны, многометровые скальные выступы, их альпинисты называют карнизами, или напротив, гладкий рельеф, на котором с трудом удается делать отверстия для страховки. Изменчивая погода в горах. Преодолев все эти трудности, они, наконец, завершают маршрут. Вершина! Залезли! Вершина скорее покоряет тебя, заставляет тебя на нее лезть. А то, что ты на нее сходил, это не покорение, это надпустик, не пустик. Это просто прохождение маршрута на эту гору. То есть какое-то общение с ней, работа, но уж точно не покорение. Всероссийские соревнования по альпинизму теперь будут проходить в Ингушетии ежегодно. Чтобы спортсмены могли тренироваться, здесь уже к лету планируют построить постоянно действующий лагерь для альпинистов. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Ислам Старханов. Первый канал, Республика Ингушетия.